Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня расскажу, как играть в лошадиную гонку. Лошадиная гонка — это азартная карточная игра с комбинациями, которая является довольно уникальной. Позже вы поймете почему. Для игры нужна обычная колода из 52 карт, 2 тузов, без джокеров. И предмет по типу покерных фишек. Сюда. Старшинство карт отсутствует. Количество игроков — это 3 или больше. Цель игры — получить определенное количество очков. Ой, извиняюсь, определенное количество фишек. Раздача. Сдатчик в следующих раундах меняется. Меняется это сюда. Итак, сначала... Ах, да. Я, к сожалению, не могу показать пример раздачи, потому что вот это все пространство, тут, короче, мало места, слишком. Поэтому я не смогу показать, так что простите. Короче, сначала располагается колонна из 4 тузов. 4 тузов и горизонтальная линия 7 карт. Если там будет 5 карт, короче, как минимум 5 карт одной масти, когда начинается пересдача, то есть все карты собирают и заново раздают. И потом... Так, извиняюсь за посторонний шум. Короче, потом раздача завершается и начинается круг ставок. Итак, извиняюсь за долгую паузу. Так. Итак, каждый противник с датчика создает какую-нибудь ставку на определенного туза. После всех ставок датчик он короче, располагает высшую карту остатка колоды, так вот создает стопку сброса. И это остаток колоды он располагается в раздаче сюда. Потом круг ставок совершается, начинается розыгрыш. Каждый ход это перемещение туза, масть которого совпадает с мастью высшей карты стопки сброса. И после каждого хода датчик он 5 раскрывает следующую высшую карту остатка колоды в стопку сброса. И короче, розыгрыш завершается после перемещения одного туза 8 раз. После 8 перемещений одного туза, этот туз, который переместился 8 раз, является победным. И владелец победного туза получает фишки от датчика в зависимости от ставочных шансов. Ставочные шансы зависят от карт,
Короче, от 7 карт в горизонтальной линии. 0 карт короче, 0 карт в горизонтальной линии масти победного туза дают одну фишку победителю. Одна карта горизонтальной линии масти победного туза дает две фишки победителю. 3 карты, извиняюсь, 2 карты горизонтальной линии масти победного туза дают 3 фишки победителю. 4 карты горизонтальной линии масти победного туза дают 5 фишек. Дают 5 фишек победителю. И 5, как минимум 5 карт горизонтальной линии масти победного туза дают 10 фишек. 10 фишек победителю. И потом раунд завершается, начинается следующий. Партия идет до тех пор, пока один игрок не получит определенное количество фишек. В таком случае все игроки, кроме одного из них, проигрывают. Или до тех пор, пока не останется один игрок без определенного количества фишек. В таком случае все игроки, кроме одного из них, выигрывают. Итак, я рассказал все про эту игру. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вы поняли, как играть в лошадиную гонку. И так мне больше нечего сказать. Я на этом завершаю видео. Так что всем пока.